Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 30 июля 2021 года. И мы поговорим о насущих, интересующих нас темах сегодня. Так. Асланбек Тутаев, ва алейкум салам. Раненый зверь, ва алейкум ассалам. Как найти, ва алейкум ассалам. Итак, что такое? Где звук? Так, все нормально. Сегодня, как слышно, видно, я думаю, нормально, да? Какой-то шум, мне кажется. Нет? Скажите, есть шумы какие-то посторонние? Так. Дикион. Все отлично. Машуаль, Чечня, не Россия. Итак, я хотел бы сегодня обсудить тему по поводу вируса. Сегодня в пятницу я планировал, в прошлую пятницу, обсуждать белую иммиграцию, которую разбили в пух и прах НКВД и КГБ и поставили себе на службу. Но в связи с разными обстоятельствами, которые случились у меня за эту неделю, я недостаточно много уделил этому внимания. Мы можем затронуть эту тему. А так, в принципе, сегодня я бы хотел поговорить про новый штамм коронавируса, про батальон шейха Мансура и вообще чеченских украинцев или украинских чеченцев. Ну и ответить на ваши вопросы. Так, раненый зверь, почему твой канал заблокирован на территории Рашки? Ведь YouTube американская платформа. Да, конечно. Поэтому за то, что YouTube американская платформа, на территории Америки мой канал не заблокирован. Но фашистская Россия делает все, чтобы попробовать задушить голос свободы, который исходит с этого канала. В отличие от других блогеров, от других людей, которые несут, и не только чеченоговорящих, и русскоговорящих, вы можете посмотреть, если этот канал не преследуется фашистской Россией, если Роскомнадзор не запрещает как весь канал на территории фашистской России, так и отдельные его видео, то значит этот канал их устраивает. А если запрещают, соответственно, не устраивает. Мой канал, да, давным-давно уже запрещен на территории фашистской России. Против меня возбуждаются уголовные, административные дела, преследуются мои родственники. Ну и здесь мои друзья, товарищи, соратники преследуются. Ну и я тоже. Если вы хотите обойти блокировку Роскомпозора на территории фашистской России, вам достаточно войти в настройки в YouTube и изменить страну. И этим вы обойдете эти блокировки. И все, это не так сложно. Но сам факт юридически на территории фашистской России мой канал запрещен. И отдельные видео запрещаются. Не просто канал, но и отдельные видео запрещаются на территории фашистской России. И в основном, даже я бы сказал только, ну может еще какие-нибудь есть, в основном все, что касается юридической, исторической стороны вопроса становления чеченского государства. Все.
Вот эти видео они запрещают. Они говорят, что Чеченская республика Ичкерия это часть России, мы незаконны и так далее. И я аргументированно с фактами много раз доказываю это на своем канале, в разных видео. И эти видео, именно касающиеся вот исторической, правовой стороны вопроса становления чеченского государства, запрещаются. Делаем выводы, господа. Вот и все. Мой канал не рекламирует разные там известные люди или известные пропагандоны российские, ну и так далее, и так далее. Но в отличие от этого, от других каналов. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, это говорит о том и вам доказывает то, что мой канал является абсолютно независим и никак не подконтролен вот этим фашистским пропагандистам, которые пытаются всячески задушить правду. Но у них ничего не получится. Ничего. И второй день сегодня мой канал развивается. Второй день мой канал перестали атаковать. Это связано с тем, что вчера или позавчера Байден сказал, что в случае кибератак дальнейших мы должны готовиться к горячей войне, упоминая Путина, кибератаки, горячей войне с одной из держав. И, конечно же, речь идет о фашистской России. И вот испугались, не хочу более грубо говорить, и спрятали свою конуру эти фашисты. Конечно, они выползут, чуть-чуть осмелеют, обнаглеют, и снова выползут и начнут атаковать снова мой канал. Но это не важно, у нас есть другие запасные каналы, есть Инстаграм, есть ТикТок, все под каждым видео. Ссылки вы на это найдете, на другие каналы. И в случае, если будет какая-то массированная атака на этот канал, я спокойно перейду на другой канал. И это площадка для всех свободных граждан Чеченской республики Ичкерия, демократов, да и не демократов тоже. Мы предоставляем слово всем, кто желает. Правда, желающих не так много, но есть, которые и желают тоже выступать на этом канале и доводить до общественности информацию какую-либо. Так, господа, вы начали активно собираться. Так. Всех нохчи ва алейкум ассалам. Фриман антипутинизм. Машволель, добрый вечер, говорит Фриман. Всем соратникам, борцам с империей зла. Осколева, алейкум ассалам, девиз российской власти, говорит Фриман, антипутинизм, пока живут в России лохи, терпилы и дураки, удачу мы не выпустим с руки. Исаак Шмулевич, всем шалом, горячий салам, Аслан, как дела? Шалом, Исаак, все отлично, спасибо, надеюсь, у тебя тоже все отлично. Так. Фриман антипутинизм. Путин говорил, бабки делать надо, бабки делать надо, бабки делать надо. Страна разграблена, народ в нищете, а эта ГБшно-олигархическая банда продолжает делать бабки. Просто не могут остановиться. Да, это как трясина затягивает, да, потому что у вас уже есть бабки, большие, колоссальные бабки, и для того, чтобы их сохранить, бабки делают всегда бабки, как мы знаем. И для того, чтобы их сохранить, нужно убивать, сажать, грабить. И вот чем они и занимаются. И это еще раз доказывает, что Путин это делает не ради русского народа, что Путин взрывал русских в 99 году не ради русских, как он это говорит, да? Когда ему американский журналист задал вопрос, вы убийца, он сказал, я много там воды, и сказал, я это сделал. Я, типа, во время войны в Чечне, то есть во время геноцида фашистами чеченской нации, это делал ради русских и России. Не ради русских, не ради России он, конечно, этого не делал, потому что, как говорится, обманка, или еще похлеще сказать, друг чекиста, правду они говорят только когда их очень сильно заставить это сделать. И если есть малейшая возможность соврать, чекист, конечно, или гибнюк, конечно же, соврет, без сомнения. Так,
ни о какой России он не думает. Так. Ури, ва алейкум ассалам. Ассалам алейкум всем, говорит Ури. Так, я немножко перемотаю. Мистер Икс, гутен абенд, Аслан. Гутен абенд, мистер Икс. И как говорят в Гамбурге, моин. Ичкерия форева, салам машал, дума серга приветствую. Делир салам машал. Гуль Ичкерия маш воль. В Украине много подрусских, из-за этого там нет порядка, говорит раненый зверь. Да. Ассаламу алейкум, ассалам, всем салам, маршал. Ва алейкум ассалам, нема, машволь. Так, салам, Нурсултан Назарбаев. К нам зашел президент Казахстана, или бывший президент, или как бы бывший президент Нурсултан Назарбаев. Так. Фриман антипутинизм. Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. Это сказал Салтыков-Щедрин, 1826-1889 год. Год жизни. Исаак Шмулевич. Так, это не мне. Салам алейкум с Израиля. Шалом, приветствую, Израиль. Аслан, ты ошибаешься очень сильно. Джаз Давид говорит. В чем конкретно? Я очень сильно ошибаюсь. Дима Бимбат. Мое почтение людям доброй воли. Все будет Ичкерия. Приветствую, Дим. Привет. Just Dead. Аслан, в том-то и дело, он для России и для русских убивал. Для самомнения этого народа они хотят быть большой и великой нацией. Ну, я здесь не совсем ошибаюсь. И ты тоже, кстати говоря, не совсем ошибаешься. Дело в том, что русский народ болен фашизмом, империализмом. И это пропаганда, которая ему вкладывается с детства и на протяжении многих веков, это можно сказать. Даже когда у них было так называемое крепостное право, не знаю, как может быть право вообще у рабов, да, и так обозначить, ну, что это не так, что типа какие-то права, наверное, имеются у рабов. А тогда рабы говорили: вот у моего барина дом больше, вот мы вот великая русская нация, мы там туда-сюда. И эти люди так воспитаны. К большому сожалению, они даже не понимают нас. Да, мы говорим на одном языке, можем изъясниться с ними, есть понятие добро, зло и так далее, но понятие свободы и независимости у русского человека в принципе отсутствует. У его свобода и независимость, она ровно до тех пор, пока кто-то ему это не запретит. Как только, по большей части, некоторые русские, конечно же, речь идет не о маленькой части русских, а о большей части русских. Сейчас в данный момент. Если русскому запретить эту свободу, любую свободу, практически до любой степени, он это будет терпеть. Главное, это нужно сделать аккуратно. И еще, знаете, что я заметил за много лет проживания, да и не только это у русских, вот этот момент, слова имеют большее значение, чем дела. Можно говорить, что я вам даю свободу, одновременно забирая ее. То есть, забирая свободу, забирая права у людей, нужно, или так делает российская власть, им говорят: мы вам даем свободу, вы великий и так далее. Так вот, русские больны этим фашизмом. Это большая беда самих русских. Конечно же, если бы это не касалось нас, то это была бы сугубо их личная проблема. Но это большая проблема и для нас. И Путин, как гибнюк, как выходец из этого рабского по факту народа, он прекрасно понимает этот народ. Да? Он прекрасно знает. Его очень хорошо характеризует
Борис Тамахин, да, он тоже из этого народа, и еще посидел в тюрьме, и он очень хорошо их узнал. Знает он, да, самих себя. И против этого он и восстал, да, ценой всей своей жизни. Всей своей жизни. Вот он сколько сидел, сколько его преследовали, сколько ему тягостей пришлось пережить. И Путин кормит их вот этим фашизмом, империализмом, так как денег дать он им не может. И он им объясняет: вы великие русские, вот эти плохие чеченцы взорвали вас, и мы должны их сейчас убить. И русские начинают с радостью выполнять этот приказ. Потому что взорвали-то не их, взорвали каких-то там москвичей, и причем самые бедные дома брались для взрыва. Это такая подлость, да? Москвичи, буйнакцы, волгодонцы и так далее. Там казаки волгодонские или русские там волгодонские. Эти тоже не особо духовитые оказались, ну или принципиальные, чтобы защищаться. Поэтому Путин не ради русских старается, не ради величия России старается. Его дело, как сейчас нам сказал Фриман, антипутинизм, напомнил выражение Путина еще в начале 90-х, когда шел по мэрии Санкт-Петербурга и говорил: бабки надо делать, бабки надо делать. Все советское наследие, которое было накоплено 250 или 350, сколько там миллионов было советских граждан, это все досталось КГБшникам. Они и себя считают, и по факту так и являются, они хозяева Советского Союза были и теперь стали хозяевами России. Как, например, Нурсултан Назарбаев, тоже выходец из КГБ, стал хозяином Казахстана и всю свою жизнь пьет кровь казахского народа. Точно так же был Шеварднадзе в Грузии, точно так же вот эти азиатские и другие республики, которые есть. То же самое было в Украине, но в Украине народ более свободный, народ более такой непокорный, и у них, вот сколько мы уже президентов наблюдаем, меняется, некоторых они даже пинками выкидывают, если уже вообще переходят все границы. Поэтому Путин, прикрываясь разграблением вот этих накопленных за 70-80 лет вещей, средств материальных, которые накоплены нашими отцами, дедами, бабушками, родителями и так далее, эти люди просто все приватизировали себе. Поставили несколько вот этих олигархов, на которых все оформляется. И эти люди фактически разграбили всю страну. Вот эти гибнюки разграбили всю страну. И русским объясняют: смотрите, друзья, мы же великая русская нация, наша граница никогда не заканчивается и так далее, и так далее. Это способ зарабатывания денег только лишь. После того, как вы захватили, или они захватили эти все средства, все заводы, фабрики, которые там, не знаю, строились десятилетиями, гибли там тысячи людей на этих стройках, на разных БАМах, гидро, на станциях там и так далее. Эти люди захватили это все себе. И когда они захватывали это все, они применили свои старые чекистские методы. Убийства. Убийства неугодных, провокации, там, посадки неугодных. И в итоге мы пришли к тому, что этим людям теперь уйти не могут. Ведь в 1999 году, когда Патрушев и Путин взрывали своих же русских, они уже пошли ва-банк. И невероятное стечение обстоятельств, когда гражданин Картофельников засек людей, которые заносили мешки в подвал по улице Новоселова, 16/14 города Рязани, они были полностью разоблачены. И теперь у них вообще нет никаких шансов. Вообще. Более того, я думаю, им нужно будет эту власть передать своим детям, потому что, как Пиночет, оказавшись уже настолько слабы и стары,
они будут также трястись за свою жизнь, потому что, как Пиночет, их могут в инвалидном коляске привести в суд и судить, когда власть сменится в России. Поэтому они передают все своим детям. И это у них новое дворянство, неодворянство. Об этом в 2000 году еще сказал Патрушев, что это новое дворянство. План был еще тогда. И никуда они не собираются уходить, и никогда они не уйдут. Их нужно только свергать. Свергать русского народа нет, русский народ разобщен. Ну вот такая вот ситуация, если развернуто ответить. Так, Маждада Абу Шишани, Машволь Маждада, ну алейкум ассалам. Добрый вечер всем с Израиля, Сыроев Буля. Добрый вечер. Так, я немножко перемотал. Вернее, оно само перемоталось. Так, Ури-Ури, ботов дежурных конторских тук-туков в бан. Как найти тут наверху? Так. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Хамзат Машвой. Так, Ичкерия Форева. Так, это не мне, это не мне. Так. Одну минуточку. Одну минуточку. Так, все. Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм. Шамиль Басаев. Да, именно так. Именно так. Дейлер Саламаш Хиляслан. Маждада чистая правда. Так. Это Нохчев сказал, да? Про великорусскую мечту. Так, давайте я вам сейчас покажу одно видео с канала «Настоящее время», вчерашнее видео, где Америка, на самом деле, уже Америку накрывает вторая волна, третья волна или первая волна штамма Дельта. Это вирус, который еще хуже, чем предыдущий коронавирус COVID-19. И некоторые называют его индийским штаммом, но у меня на канале есть, многие мои зрители видели, есть видео, где я подробно рассказываю, как они указываю на факты, которые свидетельствуют о том, что все-таки коронавирус зародился в недрах Гибни, и они запустили. И могли ли они это запустить, это тоже мы там обсуждаем. Конечно, могли. И у меня нет ни малейшего сомнения, что именно они, русские, запустили вот этот коронавирус. Путин много раз угрожал миру убийством, уничтожением и так далее, и так далее. И они продолжают в том же духе. Сейчас появился, говорят, мутированный, вероятно, это может быть, это мутация искусственная, да, или уже была она готова, когда запускался первый штамм, через 2 года запускается второй штамм, может быть, через 2 года запустится еще новый. И мы должны будем все погибнуть. Или Запад, Америка, мир должен встать на колени и просить прощения у Путина, у России, и говорить: пожалуйста, больше не запускай этот вирус. Своих русских ему не жалко, сам он сидит в бункере, прячется от американских или турецких дронов. Поэтому в этом плане все движется так, в глобальной катастрофе движется, да, и это будет продолжаться. И Путин этого и добивается. Путин, Патрушев, вот эта гибня, которую в свое время не наказали, когда нужно было наказать. С ними начали заигрывать после, с ними до сих пор заигрывали. Вот сейчас, вот последние годы, уже народ, мир осознал, что кто это такие. Вы видели позавчерашнее вот это выступление, о котором я говорил, Байдена, где он сказал, что скорее всего будет горячая война и так далее. Ну, миллионы человек уже погибли,
по-моему, уже 1 миллион человек уже погибло от этого коронавируса. Неизвестно, сколько погибло в России. В основном этот вирус убивает людей престарелого возраста или людей с хроническими заболеваниями. И это такая разгрузка российского пенсионного бюджета. Как мы знаем, Путин сперва поднял пенсионный возраст побольше, да, и потом уже запустил этот вирус. И как раз эти люди именно вот в зоне риска, те, которые пенсионного возраста, и у Путина теперь появляется больше денег. Свои деньги Путин, конечно же, тратить не будет для обороны России, на ведение войны там, и так далее. Он будет тратить бюджетные, русские, российские деньги. И вот он в этом плане будет продолжать убивать, убивать и убивать, как говорил фашистский профессор Дугин. Так, давайте я вам покажу небольшое короткое видео из настоящего времени. И что хотел бы здесь сказать. По поводу вакцинации здесь идет речь. В Америке Джо Байден просил: пожалуйста, 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 3 раза он повторил: please, 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 вакцинируйтесь. В отличие от фашистов в оккупированной Чеченской Республике, конечно же, он просит, при всем при этом, эта вакцинация, по всей видимости, она необходима. Я тоже в ближайшее время пойду вакцинироваться. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим это видео и потом продолжим. Я думаю, все-таки, как я говорил позавчера в своем стриме Среда Исханова, умер мой знакомый, мой друг несколько дней назад. Его и отец, они вместе умерли. В один день, когда отца похоронили, а все это произошло от коронавируса, видимо, новый штамм развивается. И хотя есть версия, что убили его в больнице, по факту ввели в искусственную кому, откуда сперва отец умер, не вышел из комы, и потом умер и сын. И обоих похоронили. Большая трагедия. Мне кажется, чеченцам нужно все-таки вакцинироваться. Не думал, что буду это говорить, но, по всей видимости, что-то нам нужно делать, чеченцы. Нам нужно как-то попробовать выжить в этой ситуации. Ладно, давайте посмотрим видео, а потом поговорим. Маски надеть и сделать уколы. На фоне роста заболеваемости COVID-19 в США администрация Джо Байдена планирует, если не заставлять, то, по крайней мере, добровольно и настоятельно рекомендовать федеральным государственным служащим сделать таки прививку от коронавируса. Узнаем все подробности у нашего корреспондента в Белом доме Михаила Комадовского. Он в прямом эфире. Миша, ты опять в маске, в Белом доме новые требования уже? И что предстоит всем остальным? Рома, приветствую. Действительно, не прошло и месяца с тех пор, как президент Байден вместе с представителями администрации отмечали небольшую, но все же уже свободу от коронавируса, как глава Белого дома снова надел маску, а за ним и все журналисты, которые непосредственно работают внутри резиденции. Благо, во время включения на свежем воздухе маску на несколько минут можно снять, и в течение как минимум следующих 7 дней мы обязаны носить маски на территории комплекса. Всему виной, как ты правильно сказал, дельта-вариант коронавируса. Около 60% взрослых американцев прошли полную вакцинацию, однако Байдену не удалось достичь поставленной им цели – добиться, чтобы к 4 июля 70% взрослых получили хотя бы 1 дозу вакцины. На данный момент этот показатель составляет лишь 69,3%. То есть к цели приближаются медленно, но уверенно. И при этом количество новых случаев COVID-19 в США за последний месяц выросло в 4 раза. В администрации всеми способами пытаются призвать людей сделать укол. Предлагаю послушать.
we still have a lot of people not vaccinated. The pandemic we have now is a pandemic of the unvaccinated. So please, 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 if you're not vaccinated, protect yourself and the children out there. Ну вот в надежде показать пример работодателям по всей стране, президент Джо Байден сегодня объявит, что миллионы федеральных служащих должны предъявить доказательства вакцинации от коронавируса. В противном случае они должны проходить регулярное тестирование, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Их поездки также будут ограничены. Высокопоставленный чиновник администрации, правда, пояснил, что новые указания не означают обязательную вакцинацию федеральных служащих и что тем, кто сделает прививку, не сделает, точнее, прививку, не грозит увольнение. Пока не ясно, потребует ли президент того же от военных и как это затронет федеральных подрядчиков. В то же время Байден продвигает свои инфраструктурные планы. Президент посетил Пенсильванию, где проверил линию производства больших буровых установок на заводе по производству. Вот для примера, как относятся люди в самой великой стране к самой мощной, самой сильной стране, к своим гражданам. Даже госслужащих не обязуют, просят. Президент говорит, please, please, please. У нас немножко по-другому, мягко скажем. Немножко по-другому. Но, опять же, вот мне сейчас я читаю, что вот я не буду, говорят, и это правильно, есть такая точка зрения. Я тоже не призываю никого вакцинироваться. Опять же, я не призываю и не вакцинироваться, потому что это дело каждого, судьба, жизнь на кону стоит. И я принял решение, я буду делать вакцинацию. Конечно же, кто хочет, тот может не делать этой вакцинации. Но будем надеяться, что чеченский народ сможет преодолеть и эту трудность, с которой мы столкнулись. Вот такие вот не очень хорошие дела. Но, опять же, мы предупреждали мир. Еще раз и еще раз мы предупреждали мир. Наш президент Джохар Дудаев, мы об этом кричали, умываясь кровью, истекая кровью, мы призывали мир. Пожалуйста, обратите внимание на этих фашистов, на этих террористов. У них нет ничего святого и никаких моральных принципов, рамок, ничего у них нет. И они будут идти до конца. Как обычно, по-сучьему, из-под тишка, но при всем при этом они продолжают вот свою вот эту грязную работу, несмотря ни на что. Из-под тишка, я не я, это не мы, вы докажите, их там нет, нас там нет. И вот мы видим то, что видим. Вот Хамзат Гилаев говорит, любая вакцина, только не россиянская. Да, люди не доверяют. Вот в чем большая трагедия, то, что происходит. Вот что значит власть, которой доверяют и которой не доверяют. При всем при том, что в Америке, в Германии доверяют, здесь тоже появились люди, которые не верят в этой вакцинации. Не верят вообще в эту корону. Конечно, сейчас уже таких поменьше стало, вот этих коронадиссидентов, несогласных с этой короной. Но люди гибнут, люди умирают, мы все это видим, слышим, и потихонечку люди начинают все-таки прививаться. В Чеченской республике, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, дела обстоят чуть-чуть по-другому. Вернее, кардинально по-другому. Там вынуждены власти заставлять, потому что авторитета у власти нет. И все, что не говорит Кадыров, как они там не показывают, фашисты, как Чечня поддерживает там оккупацию самих себя, убийство своих же, геноцид самих себя, поддерживает конченных предателей, на которых клейма ставить негде. Как бы они ни говорили, эта вакцинация прекрасно демонстрирует, насколько доверяют оккупантам и их пособникам.
И вся ложь явилась истиной и сгинула ложь. Вот такими примерами она легко опровергается. Их миллиардные вложения, каждодневная вот эта пропаганда и так далее, и так далее. Когда дело касается жизни и здоровья людей, люди уже тогда включают мозг. Некоторые по инерции ведь, да, идет пропаганда. Ну да, есть. Ну, не обращают на это внимания. У них свои дела, работа, семья и так далее. И когда дело касается жизни, личное здоровье человека, вот тогда у него включается мозг, он задумывается и говорит, а нет, это мне не нужно. И это конкретно, стопроцентно демонстрирует, что Кадырову доверие минимальное. И поэтому они вынуждены насильно вакцинировать людей, запрещать им там, ходить в мечети, ездить с одного населенного пункта в другой, ну и так далее, и так далее. Мы все это видели и наблюдали. Поэтому вот такая вот ситуация, которая демонстрирует недоверие к великому, непобедимому, 1500 пугающему Рамзану Кадырову, который, наверное, уже сам понимает. Но сейчас такая ситуация, что дела у Рамзана Кадырова все хуже и хуже. Конечно, его Путин не отпустит, пока он ему нужен. Но дела не очень хорошо у них идут. Они переживают, волнуются. И дай Бог, чтобы никогда из их сердца не ушло это волнение. Никогда. Да, мол. Аду Давлетюк, ассаламу алейкум, добрый вечер, друзья. Ва алейкум салам, Аду, Машволь. У нас на старте вообще как в Пакистане с дубинками ходили, индийская полиция Кутина. Ичкерия Фарева говорит. Да, именно так. Так, давайте я немножко перемотаю. Дело в том, что последствия... Так. Тринафиндаме. Так, дело в том, что последствия от вакцинирования могут проявиться через год-два. Может, после этой дряни я не смогу иметь детей, говорит. Может быть, конечно, все может быть, но смотрите, я, например, доверяю немецким властям. Я верю, что говорит Меркель. Вот у меня нету сомнения в том, что вакцинация это не зло. Потому что она так говорит. Потому что здесь независимый суд есть, независимые люди, политики здесь есть. И если бы возникла такая ситуация, здесь очень много ведь, да, людей, которые имеют вес в обществе, в политическом плане, в репутационном плане. Потом есть специальные службы, ну и так далее, и так далее. Это нормальное, здоровое, цивилизованное государство. И представьте на минутку, что какой-нибудь ученый, министр здравоохранения или какой-нибудь человек, который представляет Германию, говорит, давайте вакцинируйтесь, и потом через год-два у вас будут какие-то побочные последствия, и у вас появится, стерилизация какая-нибудь, или там инвалидность, или еще что-то, и так далее, и так далее. Что будет с этим человеком? Сможет ли он отмазаться? Нет, конечно, никогда он не отмажется, он сядет в тюрьму, он получит максимальный срок, он будет наказан, и так далее, и так далее. И раз власть так говорит, я верю этой власти, поэтому в этом нет никакого, 2 года или год очень быстро пролетят, и все это будет видно. Плюс ведь проходит тестирование, проходит какую-то проверку, вот все эти вакцины. Поэтому я не думаю, что стоит опасаться. По крайней мере тут. То, что происходит в России, это особенно во время оккупированной Чеченской Республики, так как русские фашисты нас ненавидят, они готовы нас истребить. То же самое делал Сталин. И я думаю, вполне возможно, что это может быть и другим дадут нормальную, а во временно оккупированную Чеченскую Республику фашисты пришлют нам какой-нибудь яд, который ты тут говоришь.
Вполне может быть, я не знаю. Поэтому мне очень трудно предлагать. Я вижу, гибнут люди, очень много людей гибнет в моей стране. И народ не верит ни врачам своим, которые по факту убийством занимаются своего народа. Не верят власти этой коллаборационистской. Я ничего не советую, кроме того, что констатирую, что есть вакцина, которая во всем мире применяется, и у России она тоже имеется, у русских она появилась первыми, они о ней заявили, что она у них появилась. И как я и тогда говорил в своих стримах, когда обсуждал вот эту коронавирусную их аферу или вот преступление, террористический акт против человечества, акт запугивания, что кто запустил вирус, тот и антивирус или вакцину запустит. Русские запустили вот эту вакцину. Первыми заявили о ней, начали говорить. И одновременно тоже было очень интересно наблюдать за этим. Вот это Модерна, там Pfizer и вот 2-3 вот эти крупные фармацевтические компании. После того, как русские сказали, что у них есть вот эта вакцина, и русским нужно было производство этой вакцины. Формула была, все было, а не было технологии производить. Это при том, у русских появилась вакцина, при том, что нет никакой фармацевтики в России. Да? Самая фармацевтика, это вот этот, как она, Бринцалов, что ли, была, водка Бринцалов, или спирт Бринцалов, который они там разливали, зарабатывали. Никаких лекарств русские производить не умеют, не умели, и еще долго не будут уметь. И вот они вот эту вакцину предлагали, чтобы начать производство то во Франции, то в Италии. Сейчас мне тут кто-то писал, что в Германии какая-то вот есть компонента вот этой вакцины, которая здесь производится. Вполне возможно. И одновременно, после того, как русские заявили, пытались везде пробовать договориться, выпустить вот эту вакцину, одновременно, через какое-то время, у вот этих 3 фармацевтических компаний, известных, вот это Pfizer, Moderna и так далее, у них они запустили вот эту вакцину. Мне кажется, все-таки вот западные спецслужбы как-то забрали у русских вот эту вакцину, отдали вот компаниям, и не одной отдали. Почему было у 3 сразу появилась вот эта вакцина? Да? Вот что меня смущает. Сперва русские сказали, что у них есть эта вакцина, искали, где ее произвести. И потом одновременно она у 3 самых крупных фармацевтических компаний мира появились. И почему? Да? Если какая-нибудь фармацевтическая или какая-нибудь IT-компания изобретает что-то, она это хранит в строжайшем секрете, так как это их интеллектуальный труд, на котором они могут очень хорошо заработать. А тут они появились сразу у 3. И я так полагаю, на правах гипотезы, что западные службы скоммуниздили у фашистов вот эту формулу и передали сразу 3 компаниям, вот этим фармацевтическим, чтобы не было монополии. Давайте, друзья, запускайте, вот вам формула и выпускайте. Что они, в принципе, и сделали. Поэтому, вероятно, сам вот этот спутник Ви, вот этот фашистский, он рабочий. Главное, чтобы теперь именно в Чечню, в Чеченскую республику, во временно оккупированную, пришел именно настоящий, а не какой-нибудь другой яд, какие русские нам пытаются вколоть и нас убить на протяжении вот этих веков. Поэтому, не знаю, сложная тема, трудная тема. Я очень надеюсь, что мы выберемся из этого. А если не выберемся, мы как волки молча, да, мула, покинем этот несправедливый к нам мир. Абсолютно несправедливый, абсолютно враждебный к нам мир, который русские превратили для нас в ад на земле. Много раз его превращали.
Сами не живут и другим не дают. Так. Пойдемте дальше. Так, Машоль, Аслан, все остальные говорят, леди Дели, Саламашоль, леди Машоль. Так. Недавно слышал, что русские в Турции вместо виски... так, понятно, вот, да, Аду. Файтер Израиль. Не надо наговаривать. Умеют русские производить таблетки. Из мела и извести. Файтер, приветствую. Выпуск культа. Если бы Рашка была заинтересована, чтобы людей лечить, они бы пустили на свой рынок все вакцины. Но они этого не сделали. Да, потому что их, мне кажется, нашла коса на камень, как говорится. Им сказали, их не пустили на западный рынок, они ж так хотели. Они запустить вирус и потом лечить. Эту вакцину же не только один раз нужно поставить. Ее каждые полгода, что ли, нужно вакцинироваться, чтобы организм набрал каких-то тела. Я не совсем разбираюсь в этом во всем. Точнее, вообще в этом не разбираюсь. Но вот то, что смотрю, читаю, вижу, они вот в этом плане как-то пытались заразить мир, а потом еще заработать на этом мире. Ну, просто невероятные фашисты, просто эти гибнявые. Ишкерия Форел, Аслан, как русские фашисты нас ненавидят? 400 лет ведь спасают и теперь вакцинируют силком. В отличие от себя, значит, даже больше себя любят. Да, совершенно верно, Ишкерия Форел, русские нас так любят, что так нас братской любовью обнимают, что у нас уже ребра ломаются от их такой большой любви. То же самое бедные украинцы уже кровью харкают от их братской любви. Нурсултан Назарбаев. Сегодня в Казахстане 12 часов забастовка против вакцины РФ. Но в мире никто не колет эту вакцину. В мире ее никто не колет. Раненый зверь. После этой вакцины, ты имеешь в виду вот этой русской вакцины? Да, ты же позавчера говорил как раз, что ты вакцинировался. Что пью в день 10 раз. Воду пить хорошо, но это говорит о том, что организм что-то из тебя выводит. Потому что вода это самое лучшее лекарство от всех болезней. Конечно, не спасает, но любая болезнь, чем бы вы ни болели, пейте воду, побольше воды, всегда. Да и вообще, если не болеете, пейте воду. Ну а что, Асланов, РФ в вакцине «Спутник». Нет о вакцине «Спутник». Нет информации, имени разработчиков, кем разработано, состав вакцины, фармакологическая составляющая. В общем, нет информации. Вот поэтому люди не верят. Да, ну что, ты прав. Да и власти не верят. Это делают вид, что верят. Когда над вами вот эта тираническая система, которую установили гибнюки, вы просто, что вы можете сделать? Вы ничего не можете сделать, вы живете, вам нужно как-то обустраиваться, вы принимаете правила игры и как-то пытаетесь выжить в этой ситуации. Но когда касается вашей жизни и здоровья, тогда у вас начинает думать, так, стоп, здесь уже касается меня. Когда там убивают каких-то там чеченцев, дагестанцев, там ингушей, там подумаешь, там убивают их. Подумаешь там и так далее. Но когда возникает ситуация более опасная лично для человека, вот тогда в этой ситуации человек начинает думать. И в это время человек уже перестает идти плыть по течению.
вот задумались. Но это только начало. Никогда фашисты не успокоятся. И пока не будет Россия выкинута из ООН, пока не прилетят дроны и не уничтожат главных террористов на этой земле, Патрушева, Путина и остальных, пока не будет люстрация ФСБ, пока не будут привлечены, обозначены все их преступления, это будет продолжаться. К большому сожалению. Большому сожалению. Так. Давайте почитаю еще комментарии ваши. Так, что-то Модеров сегодня только один, Чечня, не Россия. Удутига, что там, смотрящий, я что-то пропустил. Ну вот это новые какие-то к нам зашли. Хотя босс сэр вроде тут был у нас раньше. Залетал к нам как-то. Так, Модер наконец проснулся. Так, босс сэр, ты слишком... Ичкерия Форева, ты намекаешь, что босс сэр это и есть вот этот, как его? И Чингиз. Имя-то какое дали Чингиз. Босс Батти, надо мечтать. Так. Машу Фридом. Аслан, говорят, что ты поклялся на Коране. Это правда? Да, и ну что ты имеешь в виду, поклялся, да? Я на прошлом своем стриме как раз сказал по поводу. Против меня идет атака. Еще раз хочу, друзья, напомнить. Против меня идет атака. Вот тем, кто на меня эту атаку возводит, которые мне улыбались в лицо, и на самом деле оказались очень лицемерными товарищами. Эти люди хотят меня, слушайте меня внимательно, вот те вы, которые мерзавцы, без чести и совести. Эти люди хотят меня дискредитировать. Убить, ну, конечно, убивают и президентов, как бы их не охраняли, и так далее, и так далее. Но это имеет такие последствия. И все, что я сказал, оно сохранилось в интернете. Например, у меня видео все сохраняются, потом есть канал Чеченский след, Рязанский сахар, который у себя сохраняет. И многие вещи, которые я говорю, сохранились. И они нелицеприятны для некоторых людей. Много людей я разоблачил, немного, но некоторых людей я разоблачил. И на меня очень большой зуб. Здесь, в Европе, вот этих, как бы за нас, а на самом деле работающих не на нас, не на свой народ, а работающих на фашистов. И меня пытаются дискредитировать. Все, что у них было, они накопали, уже выложили. И им нужно всячески меня дискредитировать. И это будет продолжаться. И вот недавно была попытка похищения, по моей версии, моего друга, моего брата в день моего рождения. И это была такая далеко идущая операция, по всей видимости, которая провалилась из-за того, что человек оказал сопротивление достойнейшее. Причем этот человек инвалид, он ранен. Множество раз на его теле нет ни одного места, наверное, где нет ранения, пули или осколка. И все равно этот человек смог отстоять себя и не дать себя похитить. Видимо, это была такая большая идущая операция. И очень хорошо сейчас следствие идет. Там не будем вдаваться в подробности. И продолжается эта атака, да, вот есть Рус-Адат, да, такой. Эти люди тоже на меня возводят ложь, что я там что-то
пишу на всех людей, депортируют здесь и так далее, и так далее. Короче говоря, меня нужно дискредитировать. Потом уже можно убить. Сперва, если меня убить так, я могу оказаться еще таким честным человеком, который говорил правильные вещи. Особенно после моей смерти мои слова приобретут больший вес, большее значение. И меня сперва нужно дискредитировать. Это задача номер 1 по моей дискредитации. Да, Мулаем это не удастся, хотя попытки не прекращались за все это время. Одновременно русские фашисты запрещают правду на своей территории, канал ограничивается. Ну, вы все это, кто наблюдает, вы все это видите. Я это говорю сейчас для тех, кто не все следят за моим каналом и так далее. И меня пытаются дискредитировать. И вот я реально испугался за своего друга. Я ожидал, что будет нападение на меня, но они, видимо, хорошо проверяют вокруг меня всю обстановку и понимают, что очень сложно будет до меня добраться. Ну, конечно, у нее есть торпеды, которые в один конец придут, но если эта торпеда знает, что это в один конец дорога, то она 100 раз подумает, да, и не так легко можно будет найти. Но у них есть и такие торпеды, в конце концов, которые сядут в тюрьму здесь, в Германии, отсидят свои там 15-20 лет там, и, заработать денег они не в состоянии, они просто человеческое дно в психологическом, в моральном плане, и поэтому они готовы убивать людей. Есть такие среди них люди. И им нужно, видимо, как-то сперва меня дискредитировать, потом уже, видимо, убить. Дискредитировать у них не получится. Я вот в прошлом своем стриме взял Коран и сказал, что я тот, кем я представляюсь перед вами. Нету за мной. Я не самый лучший человек, не самый лучший мусульманин, не самый, самый обычный я человек, как вы все, да, и даже, может быть, самый худший, не считая предателей и подонков, которые работают на фашистов. Вот из нашего настоящего чеченцев я самым замыкающим иду. Но при всем при этом я говорю правду. И я не вру, ничего, никаких целей не преследую, кроме того, чтобы противостоять той лжи, которая обрушилась на нас. Я взял Коран и сказал, я не работаю ни на какую разведку, я не говорю вам того, что я не думаю, за моей спиной нет, или в моих задних там мыслях в голове нету того, каких-то там вещей, каких-то там, которые я бы хотел, какую-то подлость или там использовать там вас и так далее. Я поклялся на Коране, что это так. И я искренен свой. Мне не нужна никакая власть, которой нет. Я реально ехал на войну сюда, в Европу, когда уезжал. Я ехал оказывать сопротивление. В Украине началась война. Я там уже был со всех сторон обложен. И вот-вот я мог закончить свое существование или загреметь в тюрьму. Так как я был адвокатом, так как я аккуратно все делал и не все говорил, я как-то, я уже чувствовал, что вот-вот, что уже все произойдет. И вот я приехал и думал, здесь какое-то там у нас сопротивление, там у нас есть какие-то там люди, там Сараляпов, Идигов, Закаев, там я начал всем помогать, там все делать, там. А меня, оказывается, все это время, все эти товарищи записывали, сохраняли мои голосовые сообщения. Мало ли, что я в личной беседе мог кому-то что-то сказать или про кого-то что-то сказать. Вот это все потом обсуждалось. Короче, сучьи ходы, которые могут делать только конченые суки, когда человек искренне вышел им помочь. Вот это я все это прошел, все этапы. Пока я дотюкал, мне никто не объяснял, что здесь там сука, тут сука, вон там сука. Мне это никто не объяснял.
И я думал, ну как, я чеченцы, ну мы же рано или поздно когда-нибудь встретимся, если не встретимся, мы, наши роды, наши фамилии, наши дети, в конце концов, как-то будут взаимодействовать, и за каждый сучий поступок нужно будет отвечать. А я это фиксирую, в том числе и при помощи видео и других носителей там, информационных фиксаторов. Поэтому против меня я был немножко удивлен от этой ситуации. Ну, мне объясняли, некоторые появились, у меня товарищи появились, близкие люди появились, у меня появились мои соратники. Я их никогда не называл, и некоторых, и никогда, может быть, не назову их. Но вот дискредитация, попытка идет. Эти люди мне доверяют 100%, хотя я московский бывший адвокат, там, приехал из Москвы, могу там... Но мне люди поверили. И приняли свою устоявшуюся, там, сильную семью, можно сказать, в эту семью. И у меня теперь нету ни Арцуевых, ни какого-либо других родственников, кроме вот этих родственников, которые у меня есть. И я благодарен Богу, что вот Садаги Хайджан Сундал Нахлоху Наука. Некоторые люди мне помогают, я даже не знаю этих людей. Ну, происходит что-то, что помогает, решает мои какие-то проблемы. Иногда достаточно даже слова сказать в мою поддержку, и проблема решается, потому что слово этого человека имеет там особое какое-то значение, потому что он там заслуженный человек, уважаемый человек и так далее. И вот я в конце концов, когда вот нападение произошло на моего друга, я знаю, что это будет продолжаться, они не остановятся, я не остановлюсь. Поэтому меня будут дальше дискредитировать. Меня подставят, попробуют подставить, меня попробуют там где-то там запачкать. Ну и так далее, что они в принципе и делают. Ну я-то знаю, что я чист, и поэтому меня это не особо волнует. Я знаю, что Аллах мне всегда поможет. Бог всегда помогает тем, кто искренне в своих намерениях. И я убежден, что дал ты Буалбила, научу, и мне будет все нормально. Поэтому я взял Коран, сказал, Одейр Оран Бокмадуя, что и все, что я говорю, это правда, я не работаю ни на какую разведку, ничего, никакой власти, которой нет на самом деле. Только есть защита наших прав постгеноцидного народа. Никаких намерений, кроме как помочь, у меня не было, искренних намерений. И все. Вот такая вот ситуация. Но со мной поступили очень подло, что я, как любой чеченец, запоминаю, и настанет время, или в этой жизни, или в следующей, обязательно припомню. Обязательно. Так, пойдемте дальше. Магиканин ББК. Зачем оправдываться? Нет, я не оправдываюсь, Магиканин. Я говорю то, что люди меня не знают. И да, мое окружение, мои родственники, мои близкие люди, они меня знают, конечно, они могут за меня поручиться. Но этого недостаточно, да, когда ведется столько много пропаганды против меня, это недостаточно. И даже те люди, я сам по себе говорю, когда человек чист, а про него что-то говорят, возникает в голове мысль, а может все-таки правда, потому что тут ты услышишь про него плохое, тут. А я фактически один оказался из людей, который говорит, из блогеров, который выступает против фашистской России, что я не иду по вот этим рамкам, лекалам, гибни, где я только Кадырова должен обвинять, что вот Кадыров исчадие ада, только он исчадие ада. Исчадие ада Путин, Патрушев, а Кадыров это их инструмент в руках вот этих сатанистов, фашистов. И
на меня идет массированная атака. Я должен людям объяснять, чтобы мне люди как-то поверили. Вот, может, да, это может быть какое-то оправдывание, но я должен вас предупредить, чтобы вы мне, чтобы когда произойдет ситуация, что я кого-то убил, я кого-то подставил, по факту я этого не делал, да, и будут какие-то на меня сейчас массированные. Сейчас должна была эта массированная акция произойти. И было предчувствие этому у одного человека, который безошибочно определяет вот эти предчувствия. Вот были эти предчувствия, даже обсуждения по этому поводу были. И вот не прошла. Но я уверен, они не остановятся, поэтому я хочу своим друзьям, всем своему народу, своему чеченскому народу сказать: валлахи, я это делаю только лишь ради погибших 300 тысяч наших граждан и ради наших людей, которые находятся в заложниках в нашей стране во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Так, Маша Фрида, у тебя есть видео, где ты говоришь о своем жизненном пути с 94 года и до того, как ты эмигрировал в Европу. Что послужило точкой отчета, что ты решил заняться правозащитной деятельностью? Маша Фридом говорит такой вопрос. Правозащитной деятельностью я занялся после того, как... правозащитной деятельностью я занимался до того, как я еще понял, что я занимаюсь правозащитной деятельностью, так как была война, как вы помните, после окончания вуза я был вынужден, находясь в Москве, встречать, провожать. Одни уезжали в Европу, я их встречал, провожал. Одни приезжали лечиться в больницу, я их встречал, провожал. Другие их попадали в тюрьмы. И вот моя работа была в этом. Я немного умел писать, говорить, изъясняться. И помогал, как мог, людям в этом направлении. Ну и всячески я тоже работал, зарабатывал какие-то деньги. И занимался вот этой деятельностью своей. Потом стал вопрос, что нужно как-то реализовываться. И я с детства имел мечту быть следователем. Я хотел работать следователем. Вот такая вот детская мечта у меня была. И она осталась, когда я вырос. Но я не мог пойти в фашистскую Россию и работать в их структуры. Хотя очень сильно хотелось заниматься этой деятельностью, этой работой. И мне пришлось стать идейным противником следователя, адвокатом, так как я посчитал, что эта работа единственная, которая не заставляет меня служить государству российскому. Я служу клиенту, который меня нанимает, и чаще всего я выступаю против государства, потому что государство нарушало, да. Не человек совершал преступление против государства, а государство нарушало его права, он сопротивлялся и попадал под этот каток. И я работал сперва с правозащитниками разными, с Human Amnesty International, российским изданием, я распространял их информацию, как-то с ними еще до того, как я работал правозащитником. Кстати говоря, здесь в Германии они мне очень помогли, когда я сказал, что я им в Москве помогал. Ну и потом пошел в адвокаты, поработал адвокатом. Ну и в это время, когда я уже работал адвокатом, я познакомился с одним человеком, хорошим человеком, который много мне объяснил, много что, в чем помогал мне. И я вступил в такую организацию «Комитет за гражданские права». Председатель у нас там был Бабушкин, Андрей Бабушкин. И вот я так стал уже официальным. Мне дали удостоверение, какую-то мне должность дали и так далее. Все это, конечно, бесплатно, на общественных началах. И я посмотрел, понаблюдал одну организацию, пошел в другую, потом уже эти правозащитные организации где-то встречаются, проводят форумы, там встречался, смотрел, я не светился нигде, как-то набирался опыта, общения, знакомств.
И потом я пришел к выводу, что это все имитация деятельности. Потом моя работа адвокатом. Да, я как-то помогал людям. Я имел больше возможностей, будучи адвокатом, имея специальный статус, будучи там спецсубъектом, которого нельзя было просто так арестовать без там решения главы Следственного комитета субъекта федерации, там, да, распространяется на адвоката. И у меня были какая-то защищенность у меня была. И я при всем при этом я понимал, что да, я могу что-то больше делать для людей, но при всем при этом я понимал, что я являюсь соучастником вот этого преступного судилища над людьми. Потому что какие бы факты у вас не были, я достаточно защищал кавказских партизан, тех самых ваххабитов, или как их там называют. И я понимал, что они никакие не террористы, а выступают против вот этой фашистской тирании, которую установил Путин с Патрушевым и КГБ. И эти люди были мне очень благодарны. У меня не было ни с одним клиентом проблем. Ко мне очень все хорошо относились, потому что я всегда выполнял взятые на себя обязательства. И ни один человек не может сказать, что я не сказал, по крайней мере. Может, сейчас появится, кто скажет. Но за это время никогда не говорили, что я чем-то делал плохо. И я понимал, что я могу хоть как-то помогать этим людям, но при всем при этом я являюсь соучастником этого действия. И я думал, что я вначале смогу пробить эту брешь. Я писал, я не знаю, от Папы Римского, там, заканчивая там, депутатами фашистской России, ну, всем, Путину, всем писал за какого-либо человека, постоянно жалобы, прошения там, и так далее. И всегда получал отписки, и потихонечку у меня развеялась вот эта моя уверенность, что я что-то могу изменить. Я понял, что только вооруженным путем, только силой можно их свергать. Вооруженные методы я не приемлил, и они были бесперспективны. Я вот так оказался тем, вот, как я начал заниматься правозащитной деятельностью. Началась война в Украине. Я за этим следил, очень поддерживал украинцев, боролся сперва у себя в адвокатской коллегии со всеми. Потом уже дальше, больше, потом вышел в интернет, писал, говорил, поддерживал украинцев. И в конце концов я понимал, что меня скоро ликвидируют, ну или посадят. И я предпочел выехать сюда, чтобы продолжать эту деятельность. И вот, в принципе, кратко, если кратко, то вот такая вот моя. Я об этом говорил много раз. Ты говоришь, пути с 94-го года. Есть видео, где ты говоришь о своем жизненном пути. Я, может быть, ошибся, когда говорил 94-й год, ты говоришь. Я, хотя в 94-м еще, в декабре, я это все видел, войну, начало, все это я видел, наблюдал, конечно. Меня вывезли в населенный пункт Катер-Юрт. Я оттуда с дома сбежал, меня мама усиленно охраняла, и все равно удавалось как-то остаться без внимания. Я убегал тогда еще в город Грозный. Было интересно наблюдать. Мой друг, мой сосед, мой ровесник был солдатом или ополченцем, который так хорошо воевал, и, грубо говоря, у меня был какой-то контакт с этими людьми, кто воюет против. Я много спрашивал, общался, и в 95-м году в школе номер 2 населенного пункта Катер-Юрт мы поклялись на Коране,
что мы будем никогда не свернем с этого пути. Мы не клялись воевать, мы не клялись убивать, мы клялись, что мы будем стоять на пути своей независимости. Уверен, некоторые люди есть живы. Один человек, точно я знаю, здесь в Германии находится, который с нами тоже клялся там на Коране. Некоторые сошли с этого пути, перешли на сторону русских там и так далее. Некоторых нет живых, про многих я не знаю. Я тоже, можно сказать, отклонялся, никаких действий, никаких не предавал. Ну, в душе, в сердце никогда не предавал свой народ и никогда в душе, в сердце не соглашался с этой оккупацией. И никогда в жизни не соглашусь с этой оккупацией. Поэтому, скорее всего, это не 94-й год, когда мы клялись на Коране, а 95-й год это. Ну, как-то так. Фриман антипутинец. Тот, кто становится присмыкающим червем, предателем, может ли затем жаловаться, что его раздавили? Аслан Ита и Муфлонш. Хорошо. Ита Нюкыш. Аслан, не знаю, на кого ты работаешь. Аслан, не знаю, на кого ты работаешь, говорит Аду Давлетюк, но на чеченский народ уже отработал до конца своей жизни. Очень, конечно, лестно, Аду. Но я думаю, я не сделал особо ничего. Я особо ничего не сделал. Лось Андерсон. Лось Андерсон. Уже смешно. Аслан, и Дронч не забудь, ты должен возглавить наши ВВС. Да. Дронч обязательно, Алис. Ури, Аслан, дураков много, работает, и нужен ночи народу. Дал мула Ури, сайк далугам диду, сюк дукум цедало, шун магар, далугам диду, гуштек дамир дуай. Дал мула. Данильбек Трамп. Это называется перекрестное давление, когда везде слышат одну пропаганду. Да, вот именно так со мной и происходит. Именно против меня. Там, тут, вроде бы нормальные люди начинают про меня говорить. И потом враги про так говорят. Ну, много чего делается. Умадац. Меня это, наоборот, даже подстегивает. Ох, мы уже 1,5 часа скоро. Как быстро летит время, друзья. Я не успел вам даже полжизни своей рассказать, уже стрим закончился. Маждада об ощущении. Я слышал, что Путин по ночам слушает Муцураева. Мусулбдамам, пойди охеревать. Маждад, откуда тебе приходят эти мысли в голову? Я вообще не понимаю. Аликамп. Так, это не мне. Вильбасинкульта. Говорят, арашкинских хакеров группа Ревил прекратила свое существование вот буквально недавно после разговора Байдена с Путиным. Вилбес, да, я это тоже слышал, и я еще у себя в стриме говорил, на мой канал атака не прекратилась, я говорил. И она прекратилась только вот вчера, когда уже Трамп сказал, что будет война, когда он собрался перед своими разведчиками и сказал, что готовьтесь, в случае чего, возможно, будет горячая война с русскими, он имел в виду. Вот тогда только прекратилась, не знаю, может это другая банда была. Не знаю. Так, друзья, я опять перемотаю. Чеченев. А так, мы все должны работать за НИСУ, за свободу своей страны. Да, Лола. Как знаете, Аслан, давал в этом стриме тебя особо никто не слушал. Чего добиваются Дыркин тролли. Скажи спасибо своему модеру и вообще дай мне модера, я же не прошу логин, пароль этого канала. Как найти? Мы же уже с тобой говорили на эту тему. То, что кто-то там говорит и там не слушает, ты ошибаешься.
ты очень часто решаешь за меня некоторые вопросы, что не совсем правильно, корректно с твоей стороны. Это скажи, то не скажи. Чечня, не Россия работает у нас неплохо до сегодня. Цудела без обид. Так, ханжество чеченских блогеров наносит огромный вред народу, радикализирует чеченскую молодежь, что на руку Кремлю. Ну, да, может это ханжество, может это засланные люди. Ну, хотя есть и не засланные, просто немножко недогоняющие, что происходит. Анзор в Дудукую. Аслан. И Турция öyle терш раск şeytanıyor el цахиетон şey турист бахандош. Он говорит, тебе не кажется, что в Турции вот эти пожары, дело рук фашистов, русистов ради своих там, для развития своего туризма? Вполне возможно, но можно еще и учитывать того, что очень жарко. Хотя, конечно же, могут ли русские это сделать? Конечно. Нету ничего, что они не могут сделать, да, из этических, гуманных, каких-нибудь там нравственных побуждений, что могло бы их остановить. Ничего. Это люди бессовестные. Вон Боссер слушает. Так. Как найти? Я старше тебя и в психологии съел собаку. Понимаю, к чему эти твари ведут, они твою хотят снизить. А ты это не понимаешь. Ну, пишут они, как найти. Ну и что? Ну пишут они. Сейчас придется своим дедовским кинжалом Чечня, не Россия, и порубает их. Как закончится стрим, никто эти наши сегодняшние комментарии даже не будет читать. Люди посмотрят стрим и все, и практически они будут видны. Только вот то, что мы здесь обсуждаем, это они увидят все остальные. Смотрят нас там 200-300 человек, там 500 человек, а в итоге будет так, что потом посмотрят несколько тысяч уже человек. Виктор Маркович, Аслан, что слышно нового по санкциям Украины? Куда дело движется? Дело тела Зеленского движется как раз. Давайте сейчас тогда можно об этом поговорить. И у нас как раз немного времени осталось по этому поводу. Чеченские добровольцы в Украине пытаются лишить статуса участников боевых действий, сообщает нам Кавказ Реалии на 26 июля 2021 года. Бойцы чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура заявляют о попытках украинских спецслужб поставить под сомнение и отменить их статус участников боевых действий. Об этом Кавказ Реалии сообщил командир батальона Муслим Чеберлоевский. По его словам, представители украинских спецслужб начали очередную проверку, направленную на поиск оснований для отмены статуса участников боевых действий. В частности, на беседы в Службу безопасности Украины вызывают бойцов подразделений вооруженных сил Украины, дислоцировавшихся рядом с базой чеченского батальона. Все вопросы, которые задают нашим товарищам по оружию, сводятся к тому, чтобы найти противоречия в свидетельствах, которые они раньше дали. Именно свидетельства наших соседей по базе стали основанием для статуса участников боевых действий, отметил командир батальона имени шейха Мансура. 14 мая президент Украины Зеленский подписал указ о санкциях в отношении около 700 выходцев с Кавказа, в том числе и 4 бывших и действующих бойцов чеченского добровольческого батальона. Указ предусматривает депортацию неграждан Украины, попавших в список. Далее. СБУ сегодня тоже Кавказ Реалии нам сообщает. СБУ отрицает причастность к санкциям против чеченских бойцов. Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к санкциям против чеченских добровольцев батальона имени шейха Мансура. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос депутата украинского парламента Владимира Арьева, текст которого располагает Кавказ Реалии.
Сообщаем, что Служба безопасности Украины предложений на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций, указанным в запросе лицам, не вносилось, говорится в документе за подписью главы СБУ Ивана Баканова. В вопросе депутата Арьева речь шла о санкциях в отношении добровольцев Умхана Автаева, Муслима Идрисова и Салмана Сайнароева, включенных 14 мая в список СНБО, Совет национальной безопасности и обороны. Вопреки своей борьбе за целостность Украины на востоке страны против российских сепаратистов. В ответ главы СБУ также говорится, что инициатива внесения указанных чеченских добровольцев была оформлена в виде распоряжения Кабинета министра Украины под номером 442-Р от 14 мая 2021 года. Как сообщал Кавказ Реалии, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении около 700 выходцев Кавказа, в том числе 4 бывших и действующих бойцов чеченского добровольческого батальона. Указ предусматривает депортацию неграждан Украины, попавших в список. И одновременно с этим я бы хотел напомнить, Кавказ Реалии очень в последнее время, я не знаю, что произошло с Кавказ Реалии, может они заболели или наоборот вылечились, но сейчас они дают очень объективную и очень хорошую информацию, за что я вот снимаю шляпу. Сейчас. Вот так ее одеваю и снимаю перед Кавказ Реалии. Спасибо вам большое за то, что начали объективно и правильно давать информацию. Спасибо вам большое. И вот что они пишут. 27 июля 2021 года. Экстрадированно из Украины Ингуша Тумгоева обвиняют в дезорганизации работы колонии. Это тот самый Тимур Тумгоев, который был депортирован из Украины в фашистскую Россию под запросу ФСБ. Вы можете себе это представить? Этот человек был вызван с фронта, где-то он там находился, его вызвали и депортировали. И он получил 18 лет тюрьмы, подвергался пыткам и так далее, и так далее. А сейчас его продолжают обвинять и наказывать за разные нарушения. Итак, экстрадированного из Украины по запросу ФСБ Ингуша Тимура Тумгоева обвиняют в дезорганизации работы колонии, где он отбывает срок 18 лет лишения свободы. Суд по делу состоится 2 августа, сообщил Кавказ Реалии его сестра Марина Тумгоева. Тумгоева обвиняют в нанесении телесного повреждения сотруднику колонии, когда тот с коллегами применил Тимуру физическую силу. Кроме того, ему инкриминируют угрозу применения насилия к сотруднику колонии, уточнила его сестра. Информацию о начале судебного рассмотрения подтвердил адвокат Татьяна Белова, представляющая интересы Тумгоева. Она отметила, что ее клиент не признает вину. Адвокат полагает, что Тумгоеву могут добавить к сроку до 5 лет лишения свободы. На днях Марина Тумгоева и правозащитница Петимат Юсупова посетили Тимура Тумгоева колонию Ли-У-3 Саратовской области. Получасовой разговор прошел в режиме краткосрочного свидания по телефону через стекло. Тумгоев и его родственники неоднократно жаловались на нарушение его прав, и в частности на насилие со стороны сотрудников СИН. В 2021 году суд в Балашове Саратовской области перевел Тумгоева на 3 года на тюремный режим. Администрация колонии обвинила его в дезорганизации работы учреждения. Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что проверка не нашла нарушений со стороны ФСИН в отношении Тумгоева. То есть Денис, пособник фашистов Денис Соболев, сам будучи фашист, председатель общественной наблюдательной комиссии, не нашел ничего. Невероятно, вот они не находят. Еще раз напомню, что
Тумгоева выдали при президентстве Петра Порошенко, когда генеральным прокурором был Луценко, его за подписью заместителя Луценко Евгения Енина, который был зампрокурором Генеральной прокуратуры. По некоторым данным, как об этом сообщали представители батальона шейха Мансура, за Тумгоева ФСБ заплатила смехотворные $30 тысяч. Падки на бабки сотрудники прокуратуры Украины, Генеральной прокуратуры, продали своего защитника. И ничего больше не произошло после этого. Ссылаются, очень часто происходит, ссылаются на то, что они там мусульмане, какие-то радикальные, там опасные и так далее, и так далее. При всем при этом, конечно же, это много высосано из пальца, эти угрозы, эти опасности или со стороны вот Тумгоева и таких людей, они, конечно, фантомны, но при всем при этом выдают людей, и ничего с этим не происходит. Евгения Енина, кстати говоря, перевели на дело, его сняли тогда с должности, тогда украинские патриоты вышли и очень митинговали, и очень перепугались, создали специальную комиссию, власть перепугалась, имеется в виду, создали комиссию, куда вошел Салман Санарлоев, которого сейчас тоже внесли в этот санкционный список, ну и так далее, и так далее. Вот, потом все это расформировалось, Салмана начали преследовать, обвинили в преступлении, в котором он не совершал, и бардак полный. И наши люди тоже не совсем правильно ведут, они неправильно, во-первых, не было информационного освещения, объяснения своей позиции. Да, бородатые люди с оружием защищают Украину, и когда была угроза, готовы были принять всех, особенно когда с той стороны были чеченцы, так называемые чеченцы, по факту подрусские, которыми пугали украинцев. И тут приехал Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский, они как бы выступили, и тогда их помощь была нужна. Когда угроза спала, Украина отстояла, Америка заступилась, весь мир заступился за Украину. Украина смогла отстоять часть своей территории, большую часть своей территории. Эти люди стали неугодны, и так как они не объясняют, и мне удивительно, что это ошибка наших представителей, тех ребят, которые там находятся, как бойцов, так и других чеченцев сейчас преследуют. Я сегодня разговаривал и с бизнесменом из Украины, и с представителями батальона. Ситуация как бы так зависла, да, сейчас суды ожидаются, процессы разные идут, я уверен, отстоят свои права, и надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно. Но вот возникает ситуация, когда СБУ теперь хочет бойцов батальона шейха Мансура признать как бы что они какие-то не участники каких-то этих боевых действий, чтобы с чистой совестью их можно было отправить и сказать, ну нет, они же не были участниками, вы докажите, что они были участниками, потому что документов они хотят сейчас лишить, как участников, чисто по-русски, просто слов нет. Так даже русские не поступают, даже если вообще брать по-честному, да, русские даже не поступают. Это только подрусские суки могут так поступить. Вот только так я это могу обозначить. Если есть какие-то факты, что они работают на русских, то вообще никаких претензий у меня никому не было бы. Но никаких фактов не приводится ни к чем с русскими связанными. Они не замечены. Ни бойцы шейха Мансура, которых сейчас обвиняют, их в этом не обвиняют, их обвиняют в чем угодно, не сотрудничестве с русскими. Точно так же к бизнесменам применяются некоторые вещи. Опять же, если касается бизнесменов, они есть за русских, под русских засланные агентура или завербованная агентура. То опять же, я умываю руки, как говорится, я к этому не причастен, но такие доказательства нам никто не приводит. Не приводит. Просто богатых чеченцев, успешных чеченцев и чеченцев-защитников Украины пытаются выдавить. Не знаю.
Я надеюсь, все наладится. И есть такая вероятность, что уже в скором времени чеченцы просто призовут украинских своих соратников, патриотов, своих побратимых и просто выйдут на митинг. И опять же угроза того, что может произойти провокация. И многие, вот Муслим Чеберлоевский там сдерживается, как-то пытается не доводить до этого, да, хочется по-людски, потому что если шаг принимается, то это уже очень серьезно. Ну, посмотрим. Будем наблюдать, я буду, конечно, информировать, потому что происходит. Также я хотел бы еще сказать по поводу суда в Берлине над убийцей Зелимхана Хангашвили. Суд протекает, затягивается, в принципе, одно и то же там повторяется. Я в связи с разными обстоятельствами, которые у меня тут возникают, сейчас не посещаю эти суды, как вы знаете, да, нет моих видео. Суд идет, и в принципе ничего нового, того, что вот в самом начале вот я имел, я больше пока информации не получал, поэтому тоже пока молчу. Был там перерыв небольшой. Ну вот, в принципе, как-то так. Суд будет до сентября, по-моему, или до августа, или до сентября. Ну, вот сейчас уже скоро должен подойти к своему логическому завершению. Как только я получу информацию, я обязательно вам сообщу. Так, на этом, я думаю, наш стрим можно завершать. И перед этим я бы хотел вам показать одно видео. Очень интересное видео. Как французский, если я не ошибаюсь, инженер-роботехник создал аппарат для того, чтобы его сын, у которого нарушение опорно-двигательного аппарата, мог перемещаться, ходить, то есть. И что делает технология, что делает наука? Вот к чему я постоянно в конце своего стрима пытаюсь, не постоянно, часто или не часто, иногда пытаюсь вам показать это все, да, чтобы мы понимали, что сила не в автомате, сила не в мышцах, сила вот здесь. И я очень надеюсь, что этой силой мы будем правильно пользоваться. На этом наш стрим заканчивается. Тойзан, давно тебя не было. Ты абсолютно прав. Боже, храни Америку. Все будет Ичкерия. Далмуа. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И всего самого хорошего, друзья. В воскресенье, опять же, будет анонс перед тем, как я проведу стрим. Но я надеюсь, что я его проведу в воскресенье на чеченском языке. Да, мула, мы с вами снова увидимся. Если не будет каких-либо других новых каких-нибудь у меня срочных для вас сообщений. Всего самого хорошего. Все будет Ичкери. Адикюэль маш ойль. Ассаламу алейкум. До свидания, друзья. Всего самого хорошего. Сейчас я вам уберу себя. Нет. 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 Сейчас, подождите. Вот так вот. Приятного просмотра. Всего самого хорошего. Адикюэль маш ойль. Вежери. До свидания. Il m'a dit, papa, tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu fais pas un robot? Давайте я вам буду читать, чтобы это было с озвучкой. Un jour, il m'a dit, однажды, сейчас я сделаю чуть-чуть звук потише, чтобы на французском не так громко было. Жан-Луи Констанца, основатель Вандеркрафт. Однажды сын сказал мне: папа, ты же инженер-робототехник. Почему бы тебе не сделать робот, который поможет мне ходить? Теперь благодаря отцу Оскар ходит. Инженер основал компанию по производству экзоскелета. Роботизированный костюм, который помогает ходить людям с двигательными нарушениями.
C'était nouveau. Это новое ощущение для меня, говорит Оскар Констанца, 16 лет. Раньше, чтобы ходить, мне всегда нужна была помощь. А теперь я в ней больше не нуждаюсь. Поэтому я чувствую себя независимым. У Оскара генетическое неврологическое заболевание, из-за него он не может ходить. Экзоскелет поддерживает и стимулирует движение. Он крепится к плечам, груди, талии, коленям и ступням. Мы делаем всю эту работу, потому что уверены, что через 10 лет инвалидных колясок больше не будет, или будет намного меньше. Инвалидные коляски, мужчины и женщины, человеческие существа должны находиться в вертикальном положении. Это действительно важно для их здоровья и благополучия. Компания Жан-Луи уже продала экзоскелеты в десятки больниц во Франции, Люксембурге и США. Для частного использования костюм пока слишком тяжелый. Но в компании уже работают над его усовершенствованием. Это чрезвычайно приятное ощущение, я нахожусь высоко, говорит Кевин Пьет. Я могу смотреть людям в глаза, ведь обычно я нахожусь ниже. Так что это очень удобно. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.